Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу достор. Бүгүн неочередной конференция. Ар бир мен өзүм жаңы келгенден соң көп нерселерди башынан баштап атам. Ошол себептен биринчиден ушу неочередной конференцияга келип бергениңерге баарыңарга чоң рахмат. Анда баштай берсек, мен биринчи негизги порядогу менен азыр тааныштыра кетейин. Эми урматтуу коллегалар, бүгүнкү күнгө ушу неочередной конференцияга чакырганыбыз 63 киши, участвует 43 человека. Кворум бар экен, большинство есть. Так что ставлю на голосование. Кто, чтобы открыть конференцию, прошу проголосовать. За, против, воздержался. Проголосовали единогласно, принято единогласно. Внеочередная выборная конференция объявляется открытой. Уважаемые коллеги, нам необходимо утвердить повестку дня конференции. Повестка дня конференции – планы развития Федерации борьбы, КР до 2028 года, изменение и дополнение Устава Федерации борьбы КР, назначение первого вице-президента, генерального секретаря, начальника сборных команд Федерации борьбы и советника президента, выборы вице-президента Федерации борьбы КР по греко-римской и вольной борьбе. Ну и последнее – это разные. Я хочу поставить на голосование повестку дня. Прошу проголосовать по 5 вопросам. Кто за? Против? Воздержавшись? Единогласно принято. Спасибо. Повестка дня утверждена. Ну, позвольте приступить к первому вопросу повестки дня, и это представить вам план развития Федерации борьбы КР до Олимпийских игр до 2028 года. План развития Федерации борьбы Кыргызской Республики до 2028 года. Наш уважаемый президент Кыргызской Республики Садыр Нургузевич Джапаров, а также уважаемый председатель ГКНБ Камчыбек Кадышаевич Ташиев поставили задачу не только завоевать медали, но и повысить уровень Федерации в рамках международной борьбы. Для этого представляю вам план развития Федерации борьбы Кыргызской Республики до 2028 года. Первое – это анализ текущих состояний и стратегические цели. Ну, по анализу, наверное, всем здесь сидящим, наверное, известна оценка уровня спортсменов. За время выступления в качестве независимой команды спортсмены Кыргызстана, всего Кыргызстана, завоевали 13 олимпийских медалей. 11 медалей, из которых были завоеваны спортивной борьбой. Именно, то есть, ваш вклад, ваша работа. Из которых были завоеваны спортивной борьбой, что свидетельствует о высоком уровне подготовки борцов. Важно отметить, что только на 2 последних Олимпийских играх в Токио и в Париже копилку Кыргызстана пришло 8 медалей, что подчеркивает недавний успех и потенциал для дальнейшего развития. Следующее – это подразделение, одно из самых основных, это инфраструктура. Оценка спортивной инфраструктуры, спортзалы и оборудование по всей стране. Определить зоны, где необходимо улучшение. Повышение квалификации судей и тренеров. Обязательные программы повышения квалификации для судей и тренеров, включая участие в международных тренерских семинарах. Массовость. Анализ популярности борьбы в различных регионах страны. Работа секций и клубов. Привлечение молодежи к занятиям спорта. Это
тесное сотрудничество надо нам уже начать с международными организмами, а также внутри, здесь в стране, с Министерством образования и с Комитетом спорта. Увеличение количества спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, работа с регионами. Необходимо улучшить систему отбора спортсменов из всех регионов страны. На чемпионате Кыргызстана будет проводиться тесное сотрудничество с полномочными представителями федерации в каждой области страны, и их активность будет строго контролироваться. Учет тренеров по всему Кыргызстану, создание базы данных всех тренеров в стране для более качественной координации и распределения ресурсов, медицинская поддержка, психологическая помощь и витаминизация, обеспечение команды квалифицированными врачами, психологами, спортивными нутрициологами перед стартами, на тренировочных сборах и во время реабилитации. Также антидопинговая ответственность. Спортсмены, личные и главные старшие тренеры несут полную ответственность за соблюдение антидопингового правил. Нарушение антидопинговых норм приведет к строгим санкциям, включая полную оплату штрафов ЮВ, а также в размере 20 тысяч швейцарских франков и исключение из сборной команды. Проведение антидопинговых семинаров, тренингов для информирования спортсменов о правилах и последствиях нарушений. Контроль спонсорских контрактов. Все соглашения между спортсменами, тренерами и компаниями должны проходить через федерацию для обеспечения прозрачности и четкого и честного распределения средств. Несоблюдение этих договоров может привести к исключению из сборной. Прекращение интриг и трайбализма. Борьба с внутренними интригами и трайбализмом внутри федерации среди судей, тренеров и даже спортсменов. Разработка программ подготовки спортсменов, долгосрочные тренировочные программы для ведущих спортсменов, начиная с текущего этапа и до Олимпийских игр до 2028 года. Программы должны исключить индивидуальные тренировочные планы, учебно-тренировочные сборы, участие в международных соревнованиях, современные методы восстановления медицинской поддержки. Инфраструктурное развитие. Это модернизация спортивных объектов в ключевых регионах, строительство и оснащение спортивных залов на местах, а также привлечение школьной программы именно по спорту нашему. И именно самое главное, чтобы привлекать больше молодежи, юношеских школьную программу, введение в школьную программу. Создание тренировочных баз с современным оборудованием для проведения сборов национальной сборной. Центры подготовки, специализированные центры для борьбы, условия для подготовки спортсменов высокого уровня. Развитие тренерского состава, повышение квалификации тренеров, организация курсов и программы переподготовки тренеров с привлечением международных экспертов, обмен опытом с другими странами, установление партнерской ведущих странами, занимающими борьбой, для обмена опытом стажировок и совместных сборов, меморандумы с международными федерациями, регулярные тренировочные семинары и конференции для обсуждения новых методик и подготовок спортсменов, международное сотрудничество, организация международных турниров в Кыргызстане для привлечения сильных соперников и повышения уровня местных спортсменов, включение Кубка президента КР в календарь ЮВИ. Участие в тренировочных сборах за рубежом, регулярные выезды сборной на сборы страны, где борьба на высоком уровне. Взаимодействие с международными федерациями для участия в крупных мероприятиях и поддержки международных стандартов. Популяризация борьбы в Кыргызстане. Программа для школьников и молодежи, как я уже выше отмечал, введение секций борьбы в школах и создание условий для бесплатных тренировок для детей и малообеспеченных семей.
медиа-социальные сети, активное продвижение успехов федерации и спортсменов через социальные сети, телевидение и другие каналы массовой информации, проведение турниров, чемпионатов страны, привлечение массового внимания и спонсоров, программа развития борьбы для девушек, создание условий и программы для вовлечения большого числа девушек в этом виде спорта. Финансирование и спонсорство, привлечение государственных субсидий, тесное взаимодействие с государственными органами для увеличения бюджетного финансирования борьбы в государственных учреждениях, развитие сотрудничества с частными спонсорами, привлечение бизнеса и поддержка федерации согласно спонсорских программ и рекламных контрактов для лучших спортсменов. Все контракты должны проходить через федерацию для обеспечения прозрачности, гранта и международные программы использования возможностей международных фондов для развития спорта. Контроль и оценка. Анализ результатов выступления спортсменов на соревнованиях всех уровней. Коррекция стратегии. Ежегодный пересмотр стратегии на основании текущих результатов и изменения в международной борьбе. Подготовка к Олимпиаде 2028 года. Это первое. Создание Олимпийского штаба, организация группы тренеров и специалистов, ответственных за подготовку спортсменов к играм. Индивидуальная работа с олимпийскими кандидатами. Особенное внимание будет уделяться индивидуальной подготовке спортсменов, которые имеют шансы попасть в олимпийскую команду и бороться именно за медали. Финальные учебные тренировочные сборы в поддержку Олимпиады 2028 года для проведения спортсменов и оптимальной формы. Уважаемые коллеги, здесь вот краткий план развития на будущие 4 года. Конечно, дополнение и внесение изменений, все это обязательно с вашей стороны, что вы будете предлагать, это все будет восприниматься. Федерация сильна будет только с помощью вас, именно тренеров, судей, также врачей, всех команд, и все вместе мы сможем преодолеть и выйти на новый уровень, поднять уровень борьбы в стране еще на более высокий уровень. Это только с помощью вас. Предложенный план развития Федерации борьбы до 2028 года это краткое то, что мы хотим сейчас сделать. Это работа с регионами, это работа именно с каждыми подразделениями. Именно вот почему мы хотим создать базу по всему Кыргызстану именно тренеров. Все зависит от тренеров, которые готовят спортсменов. Больше нужно поднимать юношей, больше нужно вовлекать массовость, поднимать в стране именно в борьбе женской, греко-римской и вольной. Это вкратце был план развития, но план развития, согласно еще, в рабочем порядке будет дополняться. Ждем ваших предложений от всех здесь сидящих, потому что вы все являетесь непосредственно теми людьми, которые сделали большой вклад в развитие борьбы. И в связи с этим просим активности. Так. Я продолжу, наверное, сразу. План развития с дополнениями, как вы думаете, ставить на голосование нужно будет или не нужно? Как вы хотели бы? Не надо, да? Все ясно, да, я надеюсь. Но дополнения, наверное, все участники изменения, дополнения будете вносить? Я вас попросил бы активно принять участие. Спасибо.
Как я уже представил вам план развития стратегии и цели Федерации на текущий олимпийский цикл. Однако для успешного достижения этих целей необходимо внести изменения и дополнения в Устав Федерации. Эти изменения будут касаться структуры Федерации, финансовых обязательств вице-президентов, антидопинговых обязательств спортсменов, а также порядок заключения и исполнения спонсорских контрактов и так далее. Все предложенные дополнения будут тщательно рассмотрены и обсуждены в рабочем порядке. На обсуждение устав здесь займет, оказывается, очень много вопросов, потому что юристы сейчас подготавливают корректировку изменения. Поэтому я, наверное, сейчас прошу внести изменения и дополнения в Устав Федерации на голосование и зафиксировать результат. А в протоколе, да? Так, наверное, сделаем. Все-таки изменения, все-таки мы поняли. Кто за изменение и дополнение в Устав Федерации, прошу проголосовать. Кто за? Против? Воздержавшихся? Нет. Единогласно принято. Спасибо. Изменение и дополнение в Устав Федерации борьбы КР утверждается. Спасибо. Давайте приступим уже к реализации третьего пункта повестки дня конференции. Это назначение первого вице-президента, генерального секретаря, а также начальника сборных команд Федерации и советника. Так как по уставу эти должности назначаются президентом Федерации, то я принял решение переназначить Алмаза Бекбоева, первого вице-президента Федерации. Вы все знаете, он с вами работал и работает. Адинаю Кемеловну генеральным секретарем. И вот Нурлан у нас, вы сами все прекрасно знаете, он Исмаилов Нурлан. Он покинул нас в связи с переездом, семейным обстоятельством. Они выиграли грин-карту и переехали в Америку. Недавно он улетел. Вместо него... Да, Нурчика, знаете, да? Вот. Начальником сборных команд по видам борьбы Федерации мы предлагаем сейчас Субанова Урмата. Субанова Урмата, я, наверное, да, вот, товарищ. Субанов Урмат Булбекович, 1980 года рождения, уроженец города Талас. По национальности кыргыз, окончил высшее военное училище в городе Москве, трудовая деятельность на различных военных должностях от офицера до начальника Главного управления Министерства обороны Кыргызской Республики. Более 26 лет проработал. Аппарат правительства Кыргызской Республики 5 лет, Джоур Кенеш Кыргызской Республики 3 года, владеет иностранными языками, жена, 2 детей, к субъективной ответственности не привлекался. Ну, как я уже отметил, вы всех людей, кроме Субанова Урмата и с Аскаром тоже работали, да? Да? С Аскаром Джапаровым вы все работали, вы знаете, поэтому при совместной работе всегда отличалась слаженность, профессионализм и заслужила высокую оценку со стороны спортивного сообщества. Это стало одним из ключевых факторов при принятии данного решения мне лично. Потому что я всех почти не зная, как говорится, с корабля на бал попал. И, вы знаете, мне было тяжело представлять кого-либо. Но увидев заслуги нынешней федерации, заслуги наших спортсменов, я пришел к выводу к тому, что этих людей просто переназначить. И представляю, вот Бекбой Алмаз Мирбекович, 6 марта года рождения, 84 года рождения, родился в Бишкеке. 2018 года был членом Бюро Федерации борьбы КР. В декабре 2021 года избран вице-президентом по вольной борьбе. В апреле 2024 года избран первым вице-президентом Федерации. Алмаз Бекбоев, вы его все знаете. Вот. Следующий, это
Кемелова Адинай Кемеловна, 6 февраля 1990 года рождения. Родилась в городе Бишкек. С 2011 года по настоящее время переизбиралась на должность генерального секретаря Федерации борьбы КР. Начальник сборных команд, я уже вам представил его данные. Ну и Аскар Джапаров, он с вами был на Олимпиаде, помогает тоже. Он хоть и сам не борец, но он, по-моему, заболел борьбой. Он так оживленно. И он вчера улетел поправить здоровье. Там у него была встреча в Турции, и он улетел. Поэтому его сейчас нету, но вы все знаете. На советник. Советником президента, да. Вот. За каждое индивидуальное голосование какое? Нет, они не голосуют. Это я назначаю. Назначается. Да, вот вы голосуете. Это, согласно уставу, оказывается, сами знаете, что я их назначаю, оказывается, в связи с этим разрешите их назначить также. Надеюсь, никто против не будет, да? Нет. Вот, и поэтому, ну что, тогда поздравляю коллег наших с назначением и желаю продуктивной работы. Далее у нас на повестке дня избрание вице-президента Федерации. Вы сами прекрасно знаете, отсутствовали вольная и греко-римская борьбе, вице-президенты отсутствовали. По женской борьбе здесь Исаева Динара Шатаевна, вы все прекрасно знаете. Прежде чем все это сейчас уже начать, я хотел бы сначала предоставить действующий, нынешний, и я надеюсь, Динара Шатаевна не откажет мне, будущий президента Федерации, вице-президента Федерации по женской борьбе. Я предоставляю слово Динара Шатаевна. Здравствуйте, уважаемые наши коллеги. Сегодня действительно хорошо, что мы все собрались, потому что давно отсутствуют вице-президенты Федерации греко-римской борьбы и вольной борьбы. И кандидаты сегодня есть. Я думаю, сейчас наш президент Федерации представит. И прошу проголосовать за ребят, которые представят греко-римскую борьбу и по вольной борьбе вице-президента. А по себе, да, теперь, да? По себе? Да, спасибо. И по себе еще скажу. Об этом идет уже разговор давно. В принципе, я тоже думала, что пора уступить молодым кандидатуру свою тоже, чтобы кто-то вместо меня пришел, кто-то из, не знаю, из действующих бизнесменов или борцы, или кто-то, чтобы обязательно был. Кто понимает, кто знает, кто горит, кто любит борьбу вообще по большому, так. Но так как сегодня, наверное, переизбирания не будет сегодня, только будут сегодня греки и вольники, вице-президент избираться. Я думаю, мы еще раз встретимся, когда сейчас кандидатуру остановится, сейчас выберем кого-то, чтобы все знали человека, чтобы мы проголосовали. Сейчас пока мы в поисках, кто представит женскую федерацию. Сегодня только по греко-римской и по вольной борьбе. Что? Вы хотите, чтобы остаться? Ну, конечно, Динара Шатаевна. Я вот, честно говоря, вы внесли неоценимый вклад в развитие женской борьбы в Кыргызстане и деятельность федерации в целом. Потому что мы, честно говоря, мы глубоко признательны. Спасибо. И за вашу работу, честно говоря, я поэтому при всех и там, на улице, единолично просил вас остаться. Но я понимаю, вы человек тех поколений, который выращивает молодежь. Это приятно, конечно, но тем не менее мы хотели бы вас еще видеть и ваши силы еще попользоваться, так скажем. Спасибо.
Сейчас, минуточку. Прежде чем передать слово кандидатам в вице-президенты по вольной борьбе Мухтару Султану, позвольте зачитать вам краткую информацию. Мухтар Султан Сапарович, 25 июля 1987 года рождения, родился в городе Бишкек. Мастер спорта КР по греко-римской борьбе, был членом сборной команды КР с 2007 по 2011 год, работает в частном бизнесе в сфере строительства, женат, 2 детей. Но, тем не менее, он от борьбы не ушел, помогает борцам. И сейчас, я думаю и надеюсь, что по назначению, по избиранию его кандидатуры, я думаю, он еще больше вложит в свое любимое поприще, свой любимый спорт. Но его сейчас представляем на вице-президента по вольной борьбе. Слово предоставляется Мухтарову Султану. Почему по вольной? Сам был вольный. А? И ему всегда вольно нравилось, оказывается. Да, нет, он говорит, греко-римская для меня, говорит, уже пройденный этап, сам проходил, говорит. Но теперь, говорит, можно, говорит, я вольную, поставлю, подниму, говорит, на высокий уровень. Спасибо. Давайте предоставим слово Мухтару Султану. Добрый день, уважаемые тренера, уважаемые члены федерации, уважаемый президент Киргиз Акмаевич. В первую очередь хотел бы выразить слова благодарности за оказанное доверие. Честно сказать, на сегодняшний день Федерация борьбы – это самая сильная и самая такая значимая, которая дает результаты Федерации. Поэтому мне очень приятно входить в ваши ряды. Искренне благодарен за доверие. Спасибо большое. Наши ряды и возглавить, да? Надеюсь. Я с Султаном знаком недавно, но тем не менее, я думаю, что у него получится. Он горит этим желанием, поэтому я и представляю перед вами. Здесь вот немножко накладочка вышла. Мы хотели эту неочередную конференцию провести в четверг, но в связи с отсутствием на тренировках наших тренеров нам пришлось перенести на воскресенье. Следующий вот кандидат Ибрагимов Тимур, вы тоже, наверное, все многие знаете, он сейчас отсутствует, потому что у него уважительная причина. Женится, да? Женится. Женится. Вот, и попросил у вас всех прощения, но он тоже, как и Султан, Тимур очень много вносит именно в развитие борьбы, помогает. Вы все прекрасно знаете, оказывается, он, наверное, его лучше знаете вы. Я лично, допустим, не знаю, но тем не менее просто посоветовали, рекомендуют, что действительно он очень много от души помогает в развитии именно борьбы, поэтому на пост вице-президента греко-римской борьбы я предлагаю его кандидатуру. Он много раз командам давал, оказывается, форумы, да, много помогал. Так что, да, Ибрагимов Тимур, он работает генеральным директором Бахай-банка. Наверное, вы, наверное, больше знаете о нем, чем я. Так что мне сейчас как-то, когда не знаешь человека, говорить о нем что-то, немножко тяжеловато. Поэтому я надеюсь, что вы его кандидатуру тоже поддержите. Вот. Ну что, тогда
Ну что, да, наверное, Голосуем. проголосуем, да, наверное? На два вида. там. На два вида, да? Один. Тогда ставлю на голосование избрание вице-президента Федерации борьбы по стилям борьбы. Это по вольной борьбе Мухтара Султана и по римской борьбе Ибрагимова Тимура. Уважаемые коллеги, давайте проголосуем. Кто за? Против? Воздержался? Вроде нет. Все единогласно проголосовали. Спасибо за поддержку. Ну что, поздравляю вице-президента Федерации избранием и желаем успехов в их работе в дальнейшем. Мухтар, поздравляем. Поздравляем. Разрешите перейти. У нас что-то так слаженно. Говорят, Все за. мне, честно говоря, я же не с борьбы. Я пришел, как говорится, со стороны, ну, как организатора. Мне, честно говоря, и Камчур Кудышевич, и Садан Родиович мне вообще давали задание, что надо там навести порядок, дисциплину. Здесь все. У нас военная дисциплина. Да, у здесь нас. дисциплинировано все, оказывается. Мне очень приятно. Рахмат Барнова. Ну что тогда? Ну что, перейдем к заключительному пункту нашей повестки дня. Раздел «Разное», который включает обсуждение вопросов в целях сокращения времени и соблюдения регламента. Предлагаю ограничиться, желательно вот скомпонованные, если вопросы будут от тренеров или там врачей наших, судей и так далее, или наших здесь исполкома. Пожалуйста, можете задавать вопросы или какие-то предложения, если какие-то есть. Судья олимпийский. Да. О, пожалуйста. Сейчас. Сіздердің ішіңіздерге иіліп қалайбыз. Федерация түсінді. Бұл судьялардың өз-өзінің сұрауларды берсем, бізге тиесілі. Біз судьялармен сөйлесу, ошо повышение квалификация деген бар екен сіздерде. Ошол боюнча бізге көмөк көрсөтүңүздөр. Азыркы кезде мына Хорватияга судьябыз кетип атат. Ал жакта кадет, молодежь, взрослый командасында сот жактан акча каралгандыктан өзүнүн акчасын кетип атат. Ошону киргизип койсоңуздар федерацияга, чечип берсеңиз. Сюда кетирчү. Биз эми өзүбүздүн жаныбыздан чыгара албайбыз да. Ошондуктан бул ошону чечип берсеңиз. Ветерандар акала мелдештерде доосу боюнча. Анан оплата судья. 500 сомдон федерация берчү, бул өтө эле аз. 500 сом деген эртеден кечке биз эртемен 8-ге келип кечки 9-12 чейин болот. Судейский 1000 сом болчу, ошону 2000 сом көп койсоңуздар дагы жакшы. Анан Караколдо мелдеш болду, ал жакында судьялар айтып атат, барсак гостиница кымбат экен, 4000 сом. Ошо гостиницаны бизде сүйлөшүп, бизге ошо жалпы эле бригадага арзаныраак тапсаңыздар, ошо өзүңүздөр төлөп региондордо болсо, биз барып жатып, мелдеш тапсырышты өзү жумушту питание менен берсеңиздер өткөрүп беребиз. Биз ошо мелдеш жоопкерчилик. Улуттук категориядагы судьяларды биз көбөйтүшүбүз керек. Ошон үчүн чемпионаттын алдында, жаңы жылдын алдында ошо академия физкультурада ошол жерде конференция, семинар Казакстандан судьялар келип атат. Ошол семинарды уюштуруп берсеңиз. Тренерлер үчүн үлгү, судьялар үчүн өтө жакшы болот. Анан могу жерде финансовое страхование, получивший травму спортсменов. Кээ учурларда мындай өтө сейрек кездешет, бирок спортсмендер травма алып калышпайбы. Ошондой спортсмендерге ошол биз медицинский жактан, финансовый жактан ошол камкордугун ойлоп койсок, аябай жакшы. Анан биздин болсо пляжный федерация бар. Райымкулов Төлем деген агайыбыз бар эле, бизге өтө жакшы жардам берген. Ошонун ишинде карап туруп, эгерде ал киши иштебесе, ошо жаңы президент, ответственный бирөөнү
белгилеп берсеңиздер, бул келечектин олимпиада программасына кирет болгон. Спорт Кыргызстанда бүгүн чоң атмосферлер студияларга атынан Ты иштебейт бекен. Не работает. Еще идет от Азиядагы экиден судьялар барса жакшы болмок да. Башка командалар 3төн барат да. Эми бүгүнкү күндө биздин балбандарыбыз өтө кыйын, өтө күчтүү команда бүгүнкү күндө дүйнөгө бүт барып карап турушат. Иран мисалы сөзсүз 3 судья, международный 6дан судья жөнөтөт. Бизден ушу 2ден эле жөнөтүп берсеңиздер, ошол жагын карап берсеңиздер. Анан лицензия боюнча жылына $150 төлөйт. Ошону бардык международный категорияда судьялар. Биз төлөйбүз. Биз төлөйбүз. Биз төлөп атпайбызбы? 3-чү категорияларга дагы ошо турат. Мы оплачиваем 3 категории. Олимпийский, первый и второй. Урматтуу коллегалар, жакшы суроолор болду. Эми мен жан келгенге байланыштуу анча-мынча вопростордун баарын сразу чече албасам дагы, но жанагыраки 2000 сом дедиңиз, эме боюнча 5 сом. 5000 сом болчу дейт, анан 2000 сом көтөрүп берсеңиз деп сурап атпайсызбы? Аны мен лично чечип берем. 2000 сом болот. Хорошо? Вот, анан дагы ошондой эле баягы акча боюнча башталып кеткенден кийин эми жана жаңыдан президент болуп мен дагы келгениме жараша бул жакшы убакта келип калдым окшойт. Мирге готовить этип атабыз, баарыбыз. Мирге готовить этип атабыз. Анан кийин мен ошо жанагы главный тренерлерден сурандым эле. Жазып бериптир 50 000 женский борьбага, витаминизациясына, ушу подготовкасына, витаминизациясына 50 000 сом деп жазып бериптир. Это женская борьба и по 70 000 греко-римская и вольная борьба экен. Вот. Ошол эки акчаны баягыраки биринчи салымын кылып мен эми урматтуу коллегалар баягыраки бул федерациядан эмес, өз чөнтөгү менен эртең понедельник күнү Анинайга келип алып кетсеңер болот. Эмегесине кол коюп берип макулбу. Биз эмки ушул жерден учур менен пайдаланып айтып коеюн деп атам. Биз баягыраки бүт баарын баягы кандай ачык, айкын контроль болсун деп биз азыр федерацияда бүт распределениянын дагы жалгыз эле, допустим, мен жазап койбой, бүт ушул жерде отурган коллегиально исполком менен кеңешип, исполкомдон чечилбеген маселени силерге чыгарып туруп айтып турсак, ошон үчүн келип берип ошол жерден баягы көмөк көргөзүп ар бириңер салымыңарды салып туруш мага абдан керек болуп турат азырынча. Рахмат. Врач. Нет, сейчас. Главный тренерлер вольный, греко-римский. Россия, да? Старший тренер. Старший тренер. Анда эртең барып витаминизациясына акчаны алып алып макул. Греко-римский. Азат тоже, ладно? Подойдешь один, хорошо? Это лично от меня, без учета просто вам, что пока первая помощь дегендей сөз да. Ал эми Кудай буйрса калгандарын айтабыз. Вот, анан эми Нурбек. Ошондой эле тиги жанагыраки вопростор боюнча кайсы вопросда бар? Вопрос проживания на Иссык-Куле, семинар провести, страхование по травмам и направление судей по 2 человека. Направление судей по 2 человека, надеюсь, решим. Это, я думаю, не проблема. Это вы имеете в виду международный, да? Чемпионат Азии. Чемпионат Азияга 2-ден, да? Это чтобы дирекция Чемпионат Азии, чемпионат мира, сурап атат. чтобы дирекция двоих управляла, либо федерация одного управляла за свой счет. Сколько мы обсудим потом. Хорошо. Бул вопростор боюнча мен ойлойм, мен кичине вникать этейин, анан кийин мен ойлойм, азыр мамлекет башчысы биздин урматтуу Садыр Нурбеков президентибиз өзү абдан чоң бияка көңүл буруп, биякта требованияны коюп атат. Ошондуктан мен ойлойм,
көп нерселер башка уровеньге чыгат, ал точно. Ошону айта алам, себеби Садыр Нурболчович айткан сөзүнөн кайтпаган адам. Өзүңөр деле көрүп калдыңар, билип калдыңар, мына өнүгүп өсүп аткандыктан деп байкасак болот. Ошон үчүн мен ойлойм, бир башка уровеньге чыгабыз, ал албетте, но биз өзүбүз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, өзүбүз дагы ошого баягы утулуп, мындан дагы башка эме менен чыгып иштегенге аракет кылайлы. Хорошо? Рахмат. Врач, что сразу? Бактыгүл Насыровна. Бактыгүл Насыровна. Эмне ушу эмнеге төлөп атабыз булардын эмесине? Хочу поприветствовать сегодня участников сегодняшней конференции. У меня есть предложение, в связи, вот я послушала вашу программу, и там большой блок медицинский, поэтому я хочу сделать предложение, чтобы вот вашу команду взять должность врача-координатора, который будет координировать все медицинские вопросы. Понимаете? Потому что вот начальник команды, начальник федерации, советник есть, тренера, вице-президенты, они не медики, понимаете, не медики, есть наши тренера тоже. И очень большая работа по спортивной медицине. Вот даже последнее, то, что вот на эту конференцию затребовали схему, план мероприятий Q23. Понимаете, это не работа тренеров. Не работа тренеров, чтобы они как бы считали, какие медикаменты, что надо закупать. Видите, это работа врача. Вот. Поэтому у Федерации очень много медицинских вопросов. И это не решить начальникам команды и советникам тоже. Должен человек, врач быть, который направляет всю медицинскую работу, координирует ее, считает, покупает, получает медикаменты. Там очень много вопросов. Поэтому я предлагаю вашу команду взять должность врача-координатора, не знаю, на зарплату, видимо, и чтобы человек работал и за все отвечал. Понимаете? Потому что мы, государственные врачи, мы ни за что не отвечаем вот так по большому счету, потому что у нас не только борьба. Хотя мы вот уделяем внимание этой федерации 80% нашего времени, потому что мы как бы врачи по всем видам спорта Кыргызстана. Вот. Но наши средства, наши силы и вообще все направление, конечно же, нашей любимой федерации борьбы 80%, и финансов мы направляем сюда, и сил, и умов. Вот. Поэтому надо человек, который бы за все отвечал, потому что федерация, некому отвечать, понимаете? А тренера это главный тренер, старший тренер, у них своя работа, у медицины своя работа. Вот, пожалуйста, у меня такая просьба. Бактыгүл Насыровна, я очень рад всем вашим вот этим пожеланиям. И давайте действительно вот как раз начинаем же, внесение сделаем. И, Бактыгүл Насыровна, я бы очень был бы рад, если тем более 80% именно этой федерации уделяете время свое. Тогда почему вам бы не стать, допустим, советником по медицине здесь у нас в команде быть? Знаете, Спасибо большое за такое доверие. Но я вот один раз шутаю. Мы с ним в самолете летели, и вот про это говорили как раз таки, что мы должны как бы уступать место молодым, что у нас должна молодежь работать. И у меня сейчас в команде очень много молодых, хороших докторов. Вот, поэтому я буду, если вы как бы ведете такую должность, я вам буду предлагать молодого доктора, перспективного, хорошего, который будет с вами работать не один цикл. Я уже, знаете, 6 олимпийских циклов работала. Спасибо вам большое. Мы с Бактыгүл Насыровной преемственность поколений деп тоже хотим тоже передавать молодым. Но вопрос хороший и правильный. Обязательно надо на зарплату действительно взять хорошего там специалиста. Вообще Федерация борьбы, вообще борьба, это флагман кыргызского спорта. Номер 1. Да, это вот если мы взяли, то все олимпийские вот виды, которые вот сейчас 8 медалей перечислили за Токио и за Париж. 11 медалей всего с независимости Кыргызстана. Независимости 11. 11 медалей именно года, да. является борьба. Именно 11 медалей. Из 13 всего Кыргызстана. 2 только медали с другого спорта, а так 11 медалей. Да, но это о чем говорит? Это говорит, что действительно это в спорте флагман. Поэтому надо максимально больше подготовить и дать хорошую, я вообще думаю, знаете, и бюджет, и правительство, и включая
президента и всех попросить, чтобы действительно сюда выделялись какие-то средства, и чтобы был у людей такой хороший, не то что интерес, как сказать, желание, да, потому что не смотреть, чем я буду кормить, где я еще найду, чтобы они хорошие получали зарплату, хорошие могли выезжать на обучение обязательно, вот и судьи, и тренера, и все. И Бактыль Насыровна правильно айтты, не только медицина, еще кем керек болса, тогда надо подумать в исполкоме, да? А у Да, нас вот все. структуру Мы меняем. структуру подумаем, сделаем, сейчас торопиться не будем, но обязательно надо ввести еще в исполком, может еще 3 человека, 2 человека, кто необходим координировать, то будет вообще Федерацию борьбы. Спасибо большое. Тренерлерден Да. тренерлер. Бактыль Насыровна, вы свое предложение все равно дайте, но я хотел бы, если вы столько времени вкладываете, значит вы борьбу любите, правильно? Поэтому первый приоритет для вас. Да. Голосовать этіп чыта қойды. Так что, Бактыль Насыровна, пожалуйста, дайте 1А прямо оставьте записочку, какие направления, как, что. Да, действительно, здоровье прежде всего. Да. Это нужно. Да. Спасибо. Да. Кимдер бар? Тренерлер. СРО. Рысқұл, Дополнение бірдемке бар? Рысқұлда болуш керек та. Гел, давай, Рысқұл. Ассалаумағалейкум, бүгінгі конференцияның қатысушылары. Бізде мен молодежьті, старший тренер, уже кадетті, молодежьті врачтар қаралмайды, вообще де қаралмайды. Даже капельница, витаминизация. Қанша жыл болды мына Радағай, қанша жыл барды мына, 10 жыл, бірде жол врачпен барған емес. До сих пор бар элек молодежь барып өзүбүз капельница жасайып балдар күрөшүп атат. Не дай бог ошол жерден бир реакция жүрүп кетип бирдеке болсо ким жардам берет да, врач. Анан сборлордо мисалы үчүн капельницалар берилбейт, балдар бүт засуйшот, өздөрүнүн акчасына сатып алат. Старший тренерден сурайт экен, агай бизге капельница береби деп ошол жерден не деп жооп берет билбейсиң да. Ошол үчүн кичине резервге дагы көңүл койсоң жакшы болот эле. Кийин ошол балдар дагы эртеңки келечектеги чемпиондор болот. Обязательно эле публикага эми болгондо эле аякка внимание болбой, бияктагыларга да кичине внимание болуп койсоңор жакшы болмок да. Анан чемпионат Азия мирлерге эми аны федерация, конечно, эметпейт, бирок силер да кийлигишип ошого бир көмөк көрсөтсөңөр жакшы болмок да. Жана 3 бала чемпионат мирага 3 бала, чемпионат Азияга 3 бала деген калган 7 балага издейсиң. Тиги школага сүйлөшөсүң, бияка сүйлөшөсүң. Алар бияка шылтайт, булар болсо бияка шылтайт, федерацияга шылтайт дергечи. Ортодо тепки жеп эле жүрөсүң да. Тренировка кылдырадың, же акча издейсиң, ошол вопрос болот да. Мынакей азыр бизде чемпионат мирага баратканда, Азияга баратканда обязательно şu маселе кичине эмерек да. Анан федерациядан может бир-эки бала кошуп командировать этип жардам берип депчи. Плюс жардамчы тренер кошуп дегендей. Жак барганда мисалы үчүн 2-3 бала бир чыгып калат, анан жетишпей каласың кетечи. Ошондой көйгөйлөр бар бизде, резерв жактачы. Ошол жака да көңүл буруп, өкмөт чогултуп, может директорлер чогултуп бир решение келип, ар бир командадан хотя бы 5, biz айтпайбыз, 10 баланы тең командировать етсін депчи. Бір 5-6 бала хотя бы командировать етсе, анан калган тапкан оңойда, анан 2-3 баланы жөнөтүп коюп, калганына кетчи издейсиң, акчачы. Жактан сурайдың, бияктан сурайдың, акчалар кээде кармалып калат. Ошондо бир федерация карызга өткөрсөңөр дагы жакшы болот эле да. Ал анан кийин өкмөттөн чыккандан кийин беребиз да, ал акчаны делечи. Yok çık bu, rezervde zaten gömülü koyma jakşı olmadı. Şuna bu nereden көп жылдан бери ушундай болуп келатат да. Может, ушул нерсени чечтекпи деген неме да. Рахмат. Чу? Рахмат. Туура маселелерди көтөрүп атасыңар. Бул маселелер боюнча мен мындай ачык эле жооп берип коеюн.
Биз только фавориттерди карап, только баягыреки чыгып аткандарды карап эле ошолорду карабайбыз. Биз азыр даже тетиреки анда силерден жаш баягыреки готовить аткан школдорго чейин киришибиз керек деп атабыз да. Себеби биз ошону эң башынан готовить этип келишибиз керек. Ошондуктан бул могу сурооңо мен ачык эле жооп берип коеюн. Азыр взрослыйларды кандай карасак, мейли бул тиги медицина болобу, мейли акча каражаты болобу, мейли сбор болобу, баары бүт баарына тең, айкын, ачык карайбыз. Ошол себептен могуреки бүгүнкү конференция негизги ушу маселе биз баягыреки өзүбүз баягы киргизибизди кесиптегендей баягы жолго салып атканбыз. Ошон үчүн именно молодежьтон 2028-ге чейин 28-ти дагы олимпиадага готовить этебиз. Кудайым буйруса, бул мындай только эмелердики эле каралат деп эметпейбиз, сборный эле каралат же эметпейбиз. Даже баягыреки биз азыр именно региондордон чыгып аткан балдарды, аларды да караганга азыр ошого да жетишкенге аракет кылып атабыз. Бүт суроолоруңар туура, ошол суроолоруңарга бүт баарына Кудайым буйруса ишти алып барабыз. Нет? Мен кичине кошумча кылып коеюнчу. Федерация 1-2 жылдан бери эле жана чемпионат Азия өткөзүп, рейтинги турнир кылып кичине тыйын таап, ошон үчүн жакшы болуп калды, кичине жандан көп бүттөн бери. Анан кийин ошо 1-2 жылдан бери өкмөт көп жардам берип, включая биздин президентибиз менен азыр жеңил болду да. Азыр муну биз өзүбүз чуркап жүрчүбүз, иштеп сиз айткандай жана акчаны чекимди жиберебиз, кандай кылабыз деп өз акча алып, аны өкмөттөн күтүп, азыр бюджеттен дагы көбүрөөк акча бөлүнүп, ошо жакшы болуп калды. Мен ойлойм, дагы эмки жылга бюджетке дагы кошсо, что биздин кадеттер, молодежь, биз баары что күч кандай, Мирге барабы, Азияга барабы, ошол жерден эметип, обкатка болуп, жана эмеденчи, ковердон баарын көрүп, анан кийин ошентип чоңоет да негизичи. Анан ошо биздин азыр президент федерация айткан, мен ойлойм, что баары бул ишке ашат. Кудай буйруса дейли. Кудай буйруса действительно ишке ашат, но ушуреки ар бир могуреки сурооңардычу, ошолорки баягыреки кагаз жүзүндө берип койсоңор жазып. Именно көйгөйлүү маселелердин баарын көп нерсе өзгөрөт. Аны мен точно айта алам. Көп нерсе өзгөрүлөт. Но ошончо деле мен силерден суранат элем, силердин салымыңар болуш керек, силердин подсказкаңар болуш керек, силер ушул эме менен келип атасыңар, силер көбүрөөк билесиңер мага караганда. Ошол себептен силер менен кеңешип, кеңешпескен бармак оорубайт дейт. Силер менен кеңешип туруп, ошонун баарын Кудайым буйруса чечебиз деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы? Мынакей урматтуу Садыр Нурболдиевич, өзү колдоп атат президентибиз, Камчыбек Кыдыршаевич, ККНБ председатели, ал өзү именно спорт жагына абдан чоң салым, чоң көңүл буруп эметип ачканын баарыңар көрүп атасыңар. Ошол себептен Кудайым буйруса көп нерсе чечилет. Дагы суроо жооптор барбы? Суроолор. Оған эме кылыш керек да, жана областной финансированияларда подключение кылыш керек да. Могу городской школдорго нагрузка болду. Областтар утуп келгенден кийин эле бар аэропорттон тозган кеңесе болсо мындай жардам жок болуп атат да. Ошо областтарда кош керек да. Казакстан, Өзбекстанда областной финансированиялар бар да, областтардан акча чыгат. Бизде бүт эле школдорго нагрузка болот, Бишкекте мына отурат, Абай отурат, Айбек отурат. Нагрузка бар ошолар бар да. Негизи балдардын баары ошо региондон келген балдар. Ар бирине область жардам берсе, нагрузка чөтөлөт да. Туура. Грецияда с командировкой школы, что и то есть школа открыта, что чемпионат Азии
қанша деген балалар жіберді. Бұл мемлекет өзі жүгіріп отыр. Ешқандай болғанын қаймалмастан 3 бала өрсе, қалған балалардың бәрі мемлекетте де осы 3 балалар жүгіріп отыр. Оны біздің календарный планға кіргізген, мемлекет өзі жүгіріш керек деп осы агентство. Осы агентство қандай шектеу кіргізіп қойып, ошол сенсін 3 баланы жіберіп, қалған балалардың бәрі 3 балалары жүгіріп отыр. Алды эле мемлекет. То есть bu yerде бұл эле ушул федерация менен эле госагентство иштеши. Мындай болуп калат, мисалы үчүн сенин школаңа мисалы үчүн 4 бала болсо, спорт школдон 5 бала болот да. Мисалы үчүн интернаттан 5 бала, ошо менен 9 бала эле мисалы үчүн 2 немеге берилип атат да. Ал өбү айтат, мен 2 баланы жөнөтөм, 2 календарь планда 2 бала. Жак чоп айтат, мен 3 эле баланы жөнөтөм депчи. Ошондо жанагындай эмелер болуп атат да. Балдар калып кетип атат, да суюшат баргандар бар. Да суюшат баргандар бар. Эме жана окуп атканда кичине байкадыңар байкаган жоксуңар эме бул развитиеге планга койгонубуз бул именно жана государственный муниципальный эмелер менен биз тыкыз азыр ишти алып барабыз деп айтылды. Ал программада бар. Ар бир регион, ар бир областта бизде представитель болот. Аяктан жана выделениясын именно жанагыраки баягы өкмөт выделять этилет спортко эмеге областка. Областтыкын ошолордукун дагы биз баягы көбүрөөк именно ушу күрөшкө көбүрөөк бергенге азыр сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Мен бул жерде азыр вице-президенттерди шайлап атпайбызбы? Мынакей Султан первое поручение, видишь, да? Хотят с регионами, у регионов получить. Вот давай первые эти поручения регионы взять в свои руки. Выбирать прям там, я постараюсь там сам посмотреть. Ну, я в борьбе не очень все знаю, но да, анан ошондой эле азыр көлдө сбор болуп атат деп айтылып атат мага. Вот, наверное, ушу жумада биринчи вице-президент менен ошол жака атайын же үчөөбүз тең эле барып бир көрүп, ошол жерден көбөйлүү маселелерди дагы көрүп, баягы өзүм көрмөйүнчө мен баягы миң уккандан көрө бир көр деген сөз бар кыргызда. Ошондуктан я думаю, на месте дагы барып көрүп, ошол жерден дагы баарлашып, сүйлөшүп, кандай маселелер бар айтабыз, качан барабыз, жумада көрүп барып, ошо спортта көрүп кетейли. Именно баягы региондор менен бул эң негизги максат, биздин астыбызга койгон талап, өйдөнкү биздин бийлик өзлөрү айтып атат. Ошондуктан ал жагын биз алып барабыз, Кудай буйрса. Дагы суроо жок, рахмат. Андай эмесе уруксат берсеңер, конференцияны жабык деп эмете берсем болобу? Да, пожалуйста. Не работает. Работа. Сиз келетсеңиз коркотобуз бизди. Во-первых, я хочу Вот этот. поздравить. Ну, я так могу, громко поговорю. Работает? Да. Хочу поздравить вас с назначением таким. Вы сказали, что... Я вообще начну с нашей федерации. То, что наша федерация одна из лучших. Результаты у нас одни из высоких. До вас у нас многие президенты были. Был и генерал у нас, Мелис Тургунбаев. Но наша команда, аура была такая теплая. Мы не чувствовали там генералов, мы не чувствовали там, мы чувствовали команду. Команда общая. Когда будет результат? Результат будет когда будет совместная дружеская атмосфера.
вам очень идет улыбка. Вы когда пришли, вот сейчас начали улыбаться, и аура совсем другая стала. Тренера, борцы со своими амбициями, у каждого тренера свои амбиции, они свой характер, свою чувствительность. Поэтому, когда будет взаимосвязь с президентом, с тренерами, начиная с младших и больших, будет результат. Результат получается совместно. И мы должны как? Быть дружной семьей. Дружной семьей и друг друга должны могли доверять. Сейчас, когда вначале пришли, была атмосфера такая жесткая, такая, да, солдатская. Мне пожелание, чтобы была атмосфера борцовская команда. Результат у нас будет зависеть от нашей команды, нашей ауры. Чтобы мы как не по-солдатски там, а чисто так, по-спортивному, по всему. Пожелание всего вам такого хорошего начала, хорошей нашей тренерской составы дружбы, вице-президенту по вольной борьбе желаю удачи, ученик, не знаю, как он сказал, вольная греко-римская разницы нет. Да. Хорошо? Вот, честно говорю, вот обстановка была, как сейчас у вас. Все понял. После, вторая половина прошла очень теплая, и атмосфера была хорошая. Вот такая должна быть атмосфера. Дружеская, семейная. И результат будет только из-за этого. Потому что я начинал сразу начинали. Вообще снизу. Мы чемпионы, призеры Азии по кадетам, мы радовались. А сейчас планка так поднялась, что до олимпийской медали золотой, третья, второй уже не так смотреть. До того планка поднята была высока. Да. И эту планку вам придется еще завысить. А завысить ее нужно будет вместе с этой командой, Правильно. с этими тренерами, которые потом трудом достигают. И я хочу, чтобы у вас это было взаимосвязь. Взаимосвязь с молодыми тренерами. Мы уже тренера с возрастом, а вот с молодыми, за ними все. Чтобы у вас это было совместно и получилось это совместно. Пожелать вам удачи, всего самого хорошего, успехов в труде, в спорте и достичь в 2028 году золотой олимпийской медали. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Действительно правильно сказали. Вот это все-таки это федерация, это общественная организация. Общественная организация. Здесь добровольная общественная организация. Вот мы все здесь сидящие действительно должны быть, цель одна у нас. Цель вроде одна. Поэтому, как говорится, в единстве сила, да? Правильно? Если мы будем едины, будем как семья и как будем друг друга понимать, поддерживать друг друга и создавать условия для друг друга, тогда, я думаю, действительно, вот как вы сказали, мы добьемся этих целей. Спасибо большое. С вашим... Да. Судья. Мен сұрауым мындай эле да, биз азыр эми күрөш боюнча дүйнө жүзүндө мына рейтингде дагы 3-чү орун, 4-чү орун, 5-чү орунда кетабыз. Кыргызстанда дүйнөлүк масштабта мисалы үчүн чемпионат мира өткөзө турчу бир залыбыз жок да. Чемпионат Азия өткөзөбүз, Ледовый дворец ал еще Мустак, келген судьялар айтат, тоңуп калды. Билем. Анан мисалы үчүн былтыр чемпионат мира ветерандарга Грецияга деле бардык. Алар деле айтышат да, сен Кыргызстан күрөштөн аябай өнүгөсүң эле, эмнеге сен өзүңөр өткөзбөйсүң депчи. Азыр мисалы үчүн биз чемпионат мира өткөзгөнгө дворец спорта эски болуп калды. Анан Ледовый дворец ушу 2 эле жери бар экен да. Анан ошону Садыр Нуркожоевичке дагы өкмөт башчыларына дагы жеткизип, мындай сообща бир ошондой чоң бир спорт комплекс курсак, ал дагы коммерческий эмеде дагы иштей берет да. Мисалы үчүн чемпионат мирага ветеранга заявка таштасак, мына мен былтыр барып келгем судействого Азамат экөөбүз. Күнүнө 140-160 франктан төлөйт аккредитация. Значит, ар бир участник, судья бүт жатканга минималь 3 күн 4 күндөн да. Анан ошол сунуш катары айтат да, ошондой мировой аренадагы чемпионат мира өткөзө турган бир спорт комплекс курсак,
эмдиги жылы болобу, наркы жылдары болобу, ошо 28 жылдан кийин дагы биз чоңдор арасында дүйнө чемпионатын өткөзүп болмош. Заявка чыксак беришет. Кыргызстан күрөш жагынан аябай эле өнүгүп кеткен. Рахмат. Туура айтасыз. Бул жерде чындыгында көп маселелерди көтөрүшкөн. Азыр Садыр Нурзиевичке президент, урматтуу президентибизге ошо сунушун кайсы жерге кандай кылып курабыз, общий бир спортивный комплекс курабыз деп аракет кылып атышат. Бул нерсе уже планга кирип атат. Жакын арада ойлойм, жерин определить этсе, коюп берсе ошол жерге салабыз деген максат, ой максат бар. Аны уже киргизгенбиз. Туура сунуш, рахмат. Анда суроолор башка жок болсо, урматтуу коллегалар, ушу менен биздин конференцияны жабык деп жарыялайм. Баарыңарга рахмат.